По вине коммунистов 200 миллионов людей. Что, это и мало, что ли? А что, они думают, за это отвечать перед Богом не будут? Будут. Если бы вовремя остановили бы этого Путина, когда он убивал наших избранных президентов, когда он бил нашего народа. Я каждый день ездил утром в Грозный, смотрел, что они делали, как бомбардировали наши эти дома. Это он показывал свой характер, свой гадский характер показывал. Вот этот плешивый черт. Я просто пастух, я никто, я не царь, никто, не ученый, ничего. Я отлично понимаю, что ему нужно, что он думает. Если ему дадут хорошенько по морду, почувствуют ему, что дадут, он тогда только остановится. А он здесь всем зубы заговаривает, улыбается. Приветствуем зрителей и слушателей на канале iNews, Ичкерия News. В эфире Вестник Кабинета министров Чеченской Республики Ичкерия. Скорбная весть пришла к нам из Франции. Скоропостижно скончался член Совета старейшин чеченцев Европы, кавалер высшей государственной награды Чеченской Республики Ичкерия «Честь нации» Хоманси Данильбек Асхабов. Человек, на долю которого выпала тяжелая земная доля, как и на весь чеченский народ. Данильбек с честью прошел это испытание. Его не сломило ни высылка, ни гибель сыновей, положивших на алтарь свободы своего народа, своей жизни, ни издевательства и глумления национал-предателей над телами погибших сыновей. Данильбек с честью и поднятой головой принял вызов предателей. Данильбек был одним из лидеров Совета старейшин чеченцев Европы и надежным тылом и опорой для всех чеченцев. Пусть Аллах примет твою шахаду. Премьер-министр Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев обратился к чеченскому народу в связи с этим трагическим известием. 14 июля 2026 года ушел из жизни Данильбек Асхабов, человек несгибаемой воли, мужества и достоинства. На его долю выпало одно из самых тяжелых испытаний, которое только может выпасть человеку и отцу. Он потерял 5 сыновей, отдавших своей жизни, защищая родину от российских оккупантов. И несмотря на невосполнимую боль утраты, Данильбек Асхабов остался верен своим убеждениям, не склонил головы перед коллаборантами и с честью прошел свой жизненный путь. Будучи вынужденным покинуть свою историческую родину, Данильбек Асхабов не остался в стороне от судьбы чеченского народа. Находясь в эмиграции, он принимал активное участие в общественно-политической жизни чеченской диаспоры, являлся членом Совета старейшин Европы, Ассамблеи чеченцев Европы, неизменно сохраняя верность идеалам свободы, справедливости и национального достоинства. За выдающиеся заслуги перед чеченским народом и Чеченской Республикой Ичкерия Данильбек Асхабов был удостоен высшей государственной награды ордена Хоманси. Правительство Чеченской Республики Ичкерия выражает глубокие и искренние соболезнования родным и близким, его друзьям, соратникам и всем, кто знал и уважал Данильбека Асхабова. Память о нем, его стойкости, мужестве, преданности своему народу и верности избранному пути навсегда останется в истории национально-освободительной борьбы чеченского народа и в сердцах тех, кто продолжает служить идеалам свободы и независимости. Премьер-министр правительства Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Закаев. А сейчас канал Ичкерия News предлагает вам посмотреть яркие моменты из высказываний Данильбека Асхабова. Когда я приехал во Францию сюда, беженцем, когда со мной случились эти вещи, из дома мне позвонили и сказали: ну как там во Франции? Я никогда не мечтал и никогда не думал, что я поеду в другую страну, в другие народы, и увижу их культуру, их обычаи,
и буду там жить. Я никогда этого не думал. Но вот эти вот факты, разные судьбы мне довелось испытать это вещи. И я сказал, здесь очень странное дело. Здесь люди живут в коммунизме. Нам 70 лет врут, что этот коммунизм будет. А здесь она уже совершился, и живут они. Здесь голодать не дают никому, ни белому, ни черному, ни рябому. Всех обеспечивают работой и едой. Очень прекрасно. Только очень плохо одно, что это очень далеко от нашего дома. Если бы она была бы среди Герменчука и Шали, вот тогда нормально было. Такой шутку сделали. Это действительно так. Люди нашли работу, люди хорошо занимаются. У нас вот сейчас, где я живу, очень много, даже все, можно сказать, и наши, и все ребята учатся, занимаются, спортом занимаются. Выходных, проходных дней у них нет, они все время заняты. И государство делает все для того, чтобы у них была занятость, чтобы они были людьми, чтобы они росли, какую-нибудь пользу делали и для Франции, и для дома, и для всего. Очень, очень мне это нравится. Ну, вот одно очень страшное дело в этом мире творится. Вот об этом я хочу сказать. Вот сейчас выступал этот адвокат. Его я послушал, и других послушал. В том, что совершается в этом мире, большие вещи совершают в этом мире, виновны те люди, которые держат этот мир в своих руках. Будь они миллиардеры, будь они президенты, будь они чем угодно, будь они в Западе, будь они в Германии, в Америке, те люди, которые в своем руке власть содержат и управляют этим миром, эти люди виноваты в наших всех бедах и всех тех бедах, которые сейчас перечислили здесь эти некоторые товарищи. Хорошо. Тело одно заболело где-нибудь, или здесь, заболело какой-то болячкой, его вылечить нужно? А почему его не вылечить? Если не могут вылечить, зачем нужно больница, зачем нужно доктора, зачем нужно что? А зачем нужны вот такие всякие войска, всякие все, чтобы, если нельзя, попался вот этот один Путин, вы думаете, он дурак, что ли? Он не дурак, он сумасшедший человек. И это мы уже давно говорим. А вот никто нас не прислушался. Когда он в Чечне убивал чеченцев, когда делал беззаконие, абсолютное беззаконие, мы об этом говорили. В 2010 году в Страсбурге я 3 дня всем объяснял, кто он такой есть. Ну, до сих пор никто об этом ничего не знает и никто ничего не слышал. Молчат все. Вот этот Рамзан, у него человечности уже нет. Его отца я хорошо знал, я с ним очень много беседовал. Он пацан был тогда, молодой, его-то я не знал, и хорошо, что не знал. Я вот задаю себе вопрос, если бы вовремя остановили бы этого Путина, когда он убивал наших избранных президентов, когда он бил нашего народа, я каждый день ездил утром в Грозный, смотрел, что они делали, как бомбардировали наши эти дома. Нужно это было, не нужно это было, а бомбили, чтобы разбомбить и чтобы уничтожить. Пожары, больницы, все бомбили, чтобы уничтожить. Это он показывал свой характер, свой гадский характер показывал, вот этот плешивый черт. И вот, почему его нельзя было раньше остановить так? Почему, когда вот неправильные люди выступили с неправильными, понимаешь, вот такими вот делами, разными терактами, туда-сюда, обвинили всех под этот теракт, списали все под этот теракт,
хороших, честных парней начали выгонять, убивать и помогать этому государству, которое все это сочинял, тому государству, которое все это финансами, всеми войсками помогал вот это делать беззаконие. И этот Запад стал помогать этим людям. В доказательство тому, что я говорю, я приведу один пример. Этот русская непонятная душа в Ленина, когда он занимался, он бегал по Франции, по Германии, все это болтал, все это собирал. Никто вовремя его не мог остановить. Никто не остановил. Ни Запад, ни там. Он убил царя, убил его семью, привел к власти жуликов, негодяев, которых нет ни совести, ни чести, ни веры никакой. И этих людей привел во власти и начал делать ужасные дела. Ужасные дела заключаются в том, что я слышал передачу, значит, Америка передавала. По вине коммунистов в этом мире было убито 200 миллионов людей. По вине коммунистов 200 миллионов людей. Что это, и мало, что ли? А что они думают, за это отвечать перед Богом не будут? Будут. И вот этот Запад сейчас, если будут выгонять чеченцев, если будут они их не принимать, то все делать над ним, что они думают, за это не будут отвечать, что ли, перед Богом? Будут. Они в ответе будут. Поэтому я хотел бы, чтобы услышали вот такие вещи, страшные вещи. Вот 200 миллионов людей – это не шутка. Это почти несколько государств людей, которые уничтожили коммунисты ради своих интересов. Вот с такой натурой и вот с таким умом эти люди. Почему их нельзя было раньше остановить, как нужно? Но зачем с этим Путиным играть? Никто, я просто пастух, я никто, я не царь, никто, не ученый, ничего. Я отлично понимаю, что ему нужно, что он думает. Если ему дадут хорошенько по морду, почувствуют ему, что дадут, он тогда только остановится. А он здесь всем зубы заговаривает, улыбается. А я вот, говорит, один мужик у него спрашивает, вот надо же так нахальным быть. Освободить надо этого товарища, он не виноват, он хороший, Путин, ради Бога, освободите его туда-сюда. Он чуть не плачет, этот мужик. А он говорит, ну, я не против, если его суд присудил. Если суд освободит, я, говорю, не против. Двухличность такой гнилость такой этот человек. В его руках все это, он знает об этом хорошо, знает, что он говорит. И вот так вот со всеми людьми и со всеми с теми, которые он руководит и которые будет руководить. Спасибо за внимание.